Маршал Дощек Мягкой. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня с вами проведут приятное время артисты Центра театра, кино и креативных индустрий. Прежде всего, хотелось бы уточнить, что формат этой передачи обуславливает то, что нужно говорить на ингушском языке, и мы очень стараемся. Дело в том, что мы жили за пределами Ингушетии, с языком знакомы не очень хорошо, но хотим его изучать, хотим на нем грамотно говорить и петь, потому что ингушский язык невероятно музыкальный язык, на нем очень мелодично петь. Кстати, мы споем сегодня пару песен наших, авторских, вот. Поэтому не судите, пожалуйста, строго. Итак, меня зовут Роза Икажева, Марьяна Олегова и Лейла Оздоева. Чуть-чуть все-таки скажу о них. Лейла Оздоева – это наша единственная во всей республике габаистка. Это очень-очень ценный человек не только для нашей республики, в принципе, для всего Кавказа и для России, потому что очень мало грамотных, талантливых духовиков. Вот. Если сам Гергиев приглашал нашу Лейлу Оздоеву работать у себя в оркестре, то это о многом говорит. Марьяна Олегова – это замечательная наша вокалистка, которая закончила училище, да, имени Гнесиных в Москве, которая обладает невероятным голосом, очень талантливая. Вы ее, наверное, неоднократно слышали и еще не раз услышите. Вот. И вы, наверное, скажете что-то обо мне. Конечно. Наша потрясающая Роза Икажева, выпускница Астраханской консерватории. Мультиинструменталист. Да, потрясающая пианистка, поэтесса, даже так. Что могу сказать об ингушском языке, как уже и Роза сказала, к сожалению или к счастью, не знаю,
мы росли за пределами республики, и к своему стыду, сейчас говорю лично за себя, я не очень хорошо знаю ингушский язык, но хотя бы понимаю, и вот 4 года я уже как живу в Ингушетии, и правда пытаюсь, стараюсь говорить на этом языке, петь на этом языке. Я всегда мечтала, чтобы мои первые песни авторские были на ингушском языке, так и случилось, они на ингушском языке. И я надеюсь, что у меня получится, ну, по крайней мере, у меня такая цель, популяризировать ингушский язык через современную музыку. И надеюсь на вашу поддержку. Я играю вот на таком прекрасном инструменте, который называется гобой. Вот, сделан он из дерева в своем таком профессиональном современном виде. Вот последний концерт, это был концерт «Осенний вечер музыки». Кстати, хочу похвастаться, прошел у нас весь на ингушском языке. Для нас это достижение. Опять же, возвращаясь к популяризации ингушского языка. Надеюсь, мы в таком же духе продолжим. Наш центр артисты оправдывают свое название креативных индустрий, потому что когда мы работаем над какими-то концертами, готовимся к чему-то, мы стараемся максимально сделать что-то интересное и новое. И вот. Все наши концерты, прошу прощения, Рос, они живые. У нас всегда живой звук. В принципе, рада отметить, что то, что мы делаем, в сердцах людей откликается. Не только в ингушских сердцах. Ну, к нам да. приезжают на концерт гости из соседних республик, что нам очень приятно. И мы даже последний раз были приятно удивлены. Были гости из соседней республики, и они были приятно тоже удивлены нашим концертом. Состав у нас интересный, у нас живые музыканты из струнников, скрипачи, из духовиков. Вот Лейла у нас Аздоева, габаистка, вот живой звук — это фортепиано, я за ним все время сижу. Вот, периодически подключаем ударные инструменты. Часто в наших концертах звучит авторская музыка. Мы, помимо того, что являемся исполнителями, мы еще каждый в нашем центре является композитором и автором своих песен. Вот у Марьяны Ольговой свои авторские песни, у меня свои авторские песни. Вот еще есть люди в Центре театра, кино и креативных индустрий, которые пишут свою музыку. Вот. Поэтому очень много получается авторской музыки новой в наших концертах. Также мы часто берем известные народные мелодии или каких-то знаменитых авторов наших ингушских и делаем инструментальные переложения, ну и какое-то немного новое звучание придаем этим песням. Без сомнения, конечно, сами по себе нереально крутые эти песни и музыка, которую берем, но просто немножечко добавляем своего видения, своей, наверное, души, что ли. Я спою свою песню под названием «Беза», акапельно, потому что мы не успели подготовить аккомпанемент. Да, Роза? Я ничего не говорили. Sunum sei беза, сирдем ахете, лэнг алдес азыз дхас, sunum хох везер, сей охете, дерек денен хетергans. Сахындялчи сет қиле пыдац, сахындялчи сет қиле пыдац, олы хада безім дин лубац. Сахындялчи сет қиле пыдац, сахындялчи сет қиле пыдац, унедек чуре или луац. Мехеш юхы ярк сатусеш, персич дохаш безам осеш. Сойой гяц. Матеш хайга кычар яхе, безым боцерик дынен мяхе. Кордоцец
Как-то так. Ряскова. Она безумно красивая. Автор. Не могу, к сожалению, озвучивать. Вот. Решила остаться инкогнито. Наверное, ему хватает, в принципе, тех восхищений, которые мы ему выказываем, и большего ему не нужно. Да. Вот. Но и текст, и музыка очень красивые. на самом Ну, мне кажется, что все, Я что очень вы довольна поете, этой песней. что вы поете ваши песни с хорошим смыслом. Спасибо, Лён. На самом деле, Ну, что редко кто еще встретишь. нас похвалит, если не мы сами? Не, ну это правда, это реальная правда. Я сейчас говорю искренне. У нас грандиозные планы касательно репертуара. Я надеюсь, мы вообще его пополним старыми ингушскими композициями, просто немножечко современной интерпретации. Но на самом деле, чем популярнее песня, чем она больше любима зрителями, тем больше на нее исполняют Конечно. разных вариаций. И это очень хорошо. На самом деле это говорит о том, что эта музыка действительно и песня, она популярна, она нравится людям. Ее хотят и исполнять, и слушать. Ну давайте, наверное, исполним тогда песню для зрителей наших, которую наверняка вы все знаете. Это песня из репертуара Тамары Индиевой. Эрзи. Гянны, лил тихо сыны, синий чисигле, шолилый эрзи, мы хозелела, док хозедохаш, матина лела. Лела шо сине сигале, лела шо кортему кале, лела шо вехи безымцы, садымох клакырызе. Ломик эйстен сыныле, алай деныле безаме, садей шой бяхамотигах, цитылай кура эрзи. Михуша лелду, вежери сыны, морха жлел ехи, ежери ханы. Отты чималху, занырыс хесты, этсуна ляты, света шахеты. Лела шо сине сигале, лела шо корты мукале, лела шо ехи безымса, садымох клахырызе. Садей шой бяхамотигах, цитылай кура эрзи.
Кстати, надо сказать, что не полный состав сегодня присутствует. Не все музыканты собрались. Она звучит еще ярче, еще Да, интересно, на самом деле, полнее и интерпретация интереснее. песни. Чтобы услышать Полную полную версию, Приходите к ждем нам на на наших концерт. концертах. Да, кстати. Хотелось бы побольше зрителей. Ну, потому что любой артист, любой художник, что бы он ни создавал, да, конечно, он делает это для себя, потому что у него есть такая потребность, потому что ему надо выразить свои чувства, ему нужно выразить свои эмоции. Но тем не менее, это будет большая ложь, если мы скажем, что нам совершенно не нужна обратная связь, и что мы не получаем энергетические какие-то вот благодарности от вас, от зрителей. Это необходимо просто, чтобы мы Да, могли для нас творить. это очень важно. Да, на Всегда самом это деле. Да вообще получается для не любого только для артиста, себя. наверное, Да. отдача. Ну и, если честно, уж откровенно говорить, памятник можно поставить. Ох, ничего себе. Вот заявка, да? Ну, потому что, Не, правда, есть эти когда слова. ты выкладываешься, когда ты отдаешь и не получаешь, вы меня извините. Многим кажется, что это так легко Ну да. выйти, спеть, казалось бы, но нет, это постоянная, ежедневная работа. Это касается любого музыканта, вокалиста, пианиста, габаиста, то есть абсолютно. Это так же, как и в любом другом деле. Уроки вокала, они длятся на протяжении всей твоей жизни, если, конечно же, ты этим занимаешься, ну, вот как в моем случае. Я постоянно работаю над вокалом, тем более каждый год какие-то новые техники приходят. Есть чему учиться всегда. Лёк, может быть, ты нам расскажешь о своем инструменте? Да, конечно. Инструмент называется гобой, да, как мы уже не раз говорили, это деревянный духовой инструмент. Если говорить об истории, он возник очень давно, но в таком вот профессиональном виде он, можно сказать, появился в XVIII веке. В основном его используют, если говорить о сегодняшнем дне, в оркестрах симфонических, в камерной музыке, в сольных произведениях. И больше это, конечно, про классическую музыку. Так как инструмент изготовлен из дерева, вот, он очень капризный, реагирует на погоду, и я им дорожу как ребенком, можно сказать, потому что это дорогое удовольствие лечить этот инструмент. Ну, в общем, если какая-то катастрофическая ситуация окажется, Да. где мы будем находиться с нашими коллегами и с инструментом Лёки, то Лёка, конечно, будет спасать инструмент. Да, вот, правильно. Ну, мы же знаем об этом. Да, и также Не будем ориентироваться на Лёку. И также не менее капризная часть инструмента – это тросточка, через которую, собственно, извлекается звук, без нее инструмент не звучит. Она как бы делается из камыша, и она тоже реагирует на все, на погоду, на влажность и так далее. Один день, да, это тоже, кстати, как многие габаисты говорят, если трость есть, то жизнь есть, да, если трости нету, то жизни нет. Вот это, можно сказать, такой девиз габаистов. Немножко сыграю, наверное, у всех на слуху эта мелодия, может быть, даже узнаете. Браво. Спасибо. На крыльях ветра, Да. туда, где край родной, песня наша. А Ну, помнишь, конечно, мне кажется, У нашей Для коллеги была идея перевести эту песню на ингушский язык. Да, целую Нам оперу. нужно реализовать, кстати. Да. целую оперу. Да, Почему бы и нет? да. А, кстати, мне кажется, здорово было бы на Шекспира ингушском. же перевели на ингушский. Да. Я не слышала. Да, Муса Да. Яндиев перевел Шекспира на ингушский Да, он язык. многое что на самом деле перевел на Да. ингушский язык. Так что все возможно. За 4 года в Ингушетии я не пожалела ни на минуточку о том, что я здесь. Я очень рада, потому что парадоксально, но факт. Я родилась и выросла в Москве. Но на протяжении всей моей жизни меня сюда очень сильно тянуло. И вот я решила, что
пора ехать, так скажем. Приехала и не пожалела, уезжать не хочу. И за 4 года, мне кажется, у меня ингушский прям очень сильно улучшился. Я даже заметила за собой буквально на днях, что иногда, когда я говорю, у меня мысли возникают на ингушском языке, но в силу моего незнания ингушского я не могу озвучить эту мысль. Ну, могу, но у меня просто акцент сильный. Так, кстати, наверное, расскажу о предстоящих событиях в моей жизни. Да. У меня в январе начинаются съемки «Новой звезды», я буду представлять нашу республику. Надеюсь, если я пройду, если я буду в финале, я спою в финале на ингушском языке. Так что голосуйте там за меня, чтобы услышать Песни на ингушском. на канале «Звезда», на федеральном канале песни на ингушском языке. Передаю эстафету Розе. Я исполню свою авторскую песню. Вот, на самом деле привыкла ее исполнять уже под минус. Давно не пела ее под аккомпанемент. Но сейчас попробую. Браво. Только кусочек, чтобы потом люди Да, заинтриговать. интриговались, да, и слушали где-то в сетях моих. Ну, наверное, будем прощаться с нашими зрителями. Нам с вами было хорошо, надеюсь, вам тоже. Ирис Хелшин, всего вам самого-самого наилучшего. Я желаю мира во всем мире. Спасибо тем, кто досмотрел до конца, дотерпел, поддержал. Да, присоединяюсь к словам своих коллег и хочу сказать дальше это бахал баймасени дикачаманте.